2020 год указом президента Российской Федерации объявлен годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В рамках празднования этой даты в течение года проводились памятные мероприятия, чтобы выразить дань уважения каждому отдавшему свою жизнь во имя спасения Родины. И мы, потомки тех героев, готовы защитить людей от современных опасностей и угроз. Одной из основных задач органов управления всех уровней является развитие системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 2020 год в МЧС России юбилейный. 30 лет во благо населения и более сотни тысяч спасенных жизней. При создании министерства по крупицам собирался накопленный в стране опыт спасения людей и работы в обстановке чрезвычайных ситуаций. На протяжении 30 лет ведомство достойно отвечает на новые вызовы и угрозы, добивается снижения количества происшествий и пожаров, оправдывает доверие тех, кто нуждается в помощи, отдает все свои силы и знания самому благородному делу – сохранению жизни людей. Якутская территориальная подсистема РСЧС объединяет органы управления, силы и средства, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. От их оперативности и профессионализма напрямую зависит эффективность работы по скорейшему оказанию помощи попавшим в беду людям. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе подсистемы РСЧС привлекается свыше 9 тысяч человек и более 2000 единиц техники. Для прогнозирования возможных ЧС, их предупреждения и реагирования действует орган повседневного управления – Центр управления в кризисных ситуациях. Благодаря его работе и наличию информационных систем реагирования на любые ЧС и происшествия проходят сроки, обеспечивающие безопасность населения, поддержание равновесия в сложных кризисных ситуациях. С каждым годом МЧС России повышает эффективность работы органов управления РСЧС. В этом году на территории региона начал свою работу мобильный приемно-передающий комплекс, не имеющий аналогов в России. Оборудование предназначено для приема и регистрации информации со спутников дистанционного зондирования Земли, что позволяет своевременно определить паводковую обстановку, очаги возгорания во время природных пожаров на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, а также оценить масштабы техногенных катастроф. В основе системы комплексной безопасности лежит качественно организованная работа единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, являющихся органом повседневного управления районного или городского звена во главе с оперативным дежурным, способным мгновенно решать задачи экстренного реагирования. В рамках совершенствования антикризисного управления в 2020 году продолжалась работа по приведению ЕДДС по технической оснащенности в соответствии с требованиями. Проведена масштабная работа по внедрению системы 112 на территории республики. Благодаря тесному сотрудничеству с правительством Республики Саха-Якутия экстренные службы вышли на более высокий уровень оказания помощи гражданам, оказавшимся в опасной ситуации. За 11 месяцев 2020 года зарегистрировано 35 происшествий социально значимого характера, при которых, к сожалению, погибло 26 человек и 17 человек пострадало. Пожарно-спасательные подразделения привлекались на тушение пожаров 2455 раз. Огнеборцами спасено более 200 человек и материальных ценностей на сумму более 400 миллионов рублей. И как результат, гибель людей на пожарах в этом году снизилась более чем на 4%. Нам удалось сократить количество происшествий на водных объектах. Выявлено и пресечено более 400 нарушений правил пользования маломерными судами. Самым серьезным испытанием для подсистемы РСЧС региона стало распространение коронавирусной инфекции среди населения. С целью локализации распространения COVID-19 в Ленском районе вблизи Чаиндинского нефтегазоконденсатного месторождения силами МЧС России был развернут аэромобильный госпиталь и пункт временного размещения граждан. Госпиталь был интегрирован в региональную систему здравоохранения. Для проведения противоэпидемиологических мероприятий были задействованы специалисты МЧС России, в том числе сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, а также медицинские работники Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в течение года, экстренные службы функционировали в круглосуточном режиме. Подготовка населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение культуры безопасности, работа с подрастающим поколением – приоритетные задачи МЧС России и заинтересованных министерств и ведомств. На протяжении всего года с органами управления и силами территориальной подсистемы РСЧС
Проводились командно-штабные учения и тренировки. Были отработаны действия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров, приемы и способы спасения людей, проведения эвакуации и защиты материальных ценностей, оказание первой медицинской помощи пострадавшим при ликвидации последствий происшествий, постоянное совершенствование своих профессиональных навыков и готовность прийти на помощь людям, оказавшимся в экстремальных условиях – это главный принцип, который движет настоящими профессионалами своего дела. На протяжении последних лет принимаемые меры и решения органов исполнительной власти республики, от проведения превентивных мероприятий при подготовке к весеннему половодью до масштабной профилактической работы с применением информационных ресурсов, позволяют повысить оперативность работы органов управления. И в этом году, благодаря своевременно выполненным мероприятиям Якутской территориальной подсистемы РСЧС, оперативно были приняты решения по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению в период весеннего половодья, проведению аварийно-спасательных, восстановительных и других неотложных работ, а также сформированной комиссией для оценки ущерба. Во время рабочей поездки паводковую обстановку на территории республики оценил министр МЧС России. По итогам облета и заслушивания докладов Евгений Зиничев оценил высокую готовность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС в условиях половодья. В период прохождения пожароопасного сезона сотрудниками надзорной деятельности проведено около 3000 рейдовых мероприятий, выявлено более 250 нарушений требований пожарной безопасности. По всем фактам приняты меры административного реагирования. Всего за лето текущего года было зарегистрировано более 2000 природных пожаров на общей площади свыше 6 миллионов гектар. На тушение лесных пожаров привлекалось более 12 тысяч человек и 555 единиц техники. Особо сложная обстановка сложилась на территории Среднеколымского, Тампонского и Верхоянского районов. Для ликвидации сотен гектаров полыхающего леса была привлечена авиация МЧС России. Совместными усилиями сотрудников МЧС России, лесоохраны и мобилизованных граждан перехода огня на населенные пункты не допущено. Силы федеральной и государственной составляющей экстренных служб Якутии круглосуточно стоят на страже безопасности и в 2020 году ликвидировали ряд крупных происшествий. 21 июня произошел разлив дизельного топлива на электростанции в селе Аргахтах. Масса разлившегося топлива составила около 5 тонн. Органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС своевременно организована работа по рекультивации почвы, что позволило предупредить экологическое бедствие. 20 августа произошло возгорание бензовоза во время перекачки ГСМ в поселке Соскылах. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела емкость транспортного средства. Огнеборцами было подано огнетушащее вещество, но огонь перекинулся на рядом расположенную емкость. Незамедлительно из столицы региона убыла аэромобильная группировка спасателей и пожарных во главе с Алексеем Колодезниковым. Благодаря профессиональным и слаженным действиям органов управления жертв среди населения не допущено. Пожар успешно ликвидировали в течение суток. В этом году органами управления уделено большое внимание противопожарной безопасности социальных объектов, объектов инфраструктуры и транспорта. Регулярно проводились месячники безопасности, уроки мужества и конкурсы профессионального мастерства. Кроме того, сотрудники проводили множество спортивных мероприятий. Ежегодно совершенствуется система обеспечения безопасности людей на водных объектах. Силами Государственной инспекции по маломерным судам и отделом безопасности людей на водных объектах была организована работа по предотвращению гибели и травматизма на акваториях. В зависимости от сезона проведены совместные рейды и патрулирования с представителями правоохранительных органов, общественными объединениями, органами местного самоуправления и добровольцами. Профилактические акции «Вода. Безопасная территория», «Научись спасать жизнь», «Безопасный лед» с каждым годом охватывают все больше жителей и гостей республики. Ежегодно Главное управление проводит обновление материально-технического обеспечения подразделений. В 2020 году завершилось строительство здания специализированной пожарно-спасательной части Якутии. Перед огнеборцами СПСЧ поставлены более существенные задачи оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации регионального и федерального уровней. Высокомобильное, укомплектованное всем необходимым оборудованием и имуществом, профессиональное пожарно-спасательное подразделение откроется в новом 2021 году. По итогам года все органы управления внесли огромный вклад в повышение уровня комплексной безопасности жизнедеятельности населения, создали основу для ее дальнейшего совершенствования и развития. Впереди еще много задач, решение которых поможет сделать работу продуктивнее, а защиту людей от своевременных опасностей и угроз надежнее. Силы и средства Якутской территориальной подсистемы РСЧС готовы к реагированию на оперативные события
и способны защитить людей от самых сложных природных и техногенных катастроф. Авторитет сотрудника МЧС России один из самых высоких в нашей стране. И сегодня, в День спасателя, мы отмечаем свой 30-летний юбилей. От всей души выражаем слова благодарности всем тем, для кого рисковать жизнью ради спасения людей – ежедневный и опасный труд. И в новом году желаем твердости духа, мира и благополучия вам и вашим семьям. И пусть жизнь как можно реже испытывает вас на прочность.